Здравствуйте, меня зовут Алла Клевакова, я клинический психолог. И сегодня я хочу вам рассказать про 3 фазы беспомощности, которые влияют на наше психосоматическое здоровье. Одна из фаз называется непереносимой беспомощностью. Это то, что нам очень сложно вынести и перенести. Вторая фаза – это зависимая, которая зависит от обстоятельств, сложившихся извне. И переносимая беспомощность. Непереносимая беспомощность у нас формируется в детстве, когда наша мама или родитель, замещающий воспитание ребенка, он может свои потребности ребенка удовлетворять по мере их поступления. Когда, если ребенку плохо, он всегда знает, что всегда есть рядом любимая мама, которая своей психикой может удержать ребенка на своих руках и всегда дать опору и поддержку в том, что все будет хорошо. Это формируются моменты до 2 лет удовлетворения потребностей ребенка, а после 2 лет происходят следующие механизмы, так называемая интернализация, то есть когда внешняя мама становится внутренней мамой ребенка. Следующая стадия – это зависимая стадия, когда я завишу от каких-то обстоятельств, которые складываются у нас во внешней среде. И переносимая беспомощность – это то, когда я могу своей психикой выдержать какие-то накалы, то, что происходит. Я могу выдержать неприятности, которые складываются в жизни, в окружающей среде. Если ребенок чувствует, что у него нет поддержки и чувства защищенности, и он не чувствует себя в безопасности, он начинает проваливать свой иммунитет и уходить в болезни. База нашей психики формируется в детстве до 2 лет, потом потребность в поддержке ребенку необходима и до 10 лет, когда ребенок может в любой момент подойти к матери или к отцу, и они его поддержат и дадут ему опору. У человеческой психики есть своя база и свой объем ресурсов справляться с неприятностями в жизни. И этот объем очень разный у всех. Он будет зависеть от того, насколько здоровое детство было у ребенка и насколько у него здоровая психика. Входя, например, в эпидемию, когда мы входили в карантин, мы входили очень так радостно, очень много было шуток, мы веселились, шутили на эту тему. И этот уровень напряжения был у всех разный. Но по мере того, как СМИ нагнетала обстановку, по мере того, как новостные ленты были только про коронавирус, были про то, что очень много смертей, и все новости были вокруг негативных новостей, то, соответственно, мы свою психику потихонечку начинали продавливали и проваливались в зависимую фазу. А в зависимой фазе, когда мы оказались, к сожалению, не было того объекта во внешности, которые сказали нам, что все будет хорошо, эпидемии не будет, голода не будет, койко-мест в больнице хватает препаратов, хватает аппаратов, хватает медицинского персонала. Но этого не произошло, и из зависимой вот этой фазы мы провалились в фазу непреодолимой беспомощности. И там тоже уже зависело от нашего уровня и состояния нашей иммунной системы. Но если мы провалились в фазу непреодолимой беспомощности, то здесь уже было неважно, или стафилококк это даст о себе знать в кишечнике, или стрептококк в носу о себе заговорит, или коронавирус прыгнет на нас. Мы провалили свой иммунитет, а для нашего психического здоровья лучше ужасный конец, чем ужас без конца, в котором мы находились очень длительное время и находились в этой стрессовой ситуации. Следите про то, что поступает в ваше сознание. Что такое сознание? Сознание с чем-то. Когда я соединяюсь с каким-то знанием. Если я соединяюсь с знанием про то, что все вокруг плохо и все вокруг ужасно, и все мы умрем, соответственно, я подключаюсь к этим знаниям, и я транслирую это в своей жизни. Если я подключаюсь к знаниям, к сознанию, к того, что я занимаюсь художественной литературой, я изучаю новые языки, я включаюсь в спорт, я
начинаю заниматься своей жизнью, интересоваться про то, что происходит в моей жизни, и уходить от негативной вот этой информации, от источников негативной информации, я формирую абсолютно другую платформу в своем иммунитете. Если вы испытываете проблемы в повседневной жизни, вы можете обращаться по телефонам горячей линии 118.